Будьте искренними в своих намерениях, искренними в своих желаниях. Вот почему мне я пришел на Ишлавази, почему мне эти ребята нравятся. Они также работают бесплатно, они делают все это искренне. И они растут, они идут вверх. Поэтому я призываю всех быть образованными, культурными, воспитанными. Почему образованными? Учитывая нашу ситуацию, да, вот именно уйгуров в мире, которая происходит, да, она нелегкая. Об этом не надо молчать. Если проблемы есть, о ней надо говорить. Что привело вас вступить в ряды Ассамблеи народа Казахстана? Ну, туда я попал, честно, изначально совершенно случайно, как и в Союз уйгурской молодежи Казахстана. Раньше я активно занимался культурным досугом, скажем. Был участником группы арт-рэп такой-то, которые исполняли первый рэп на уйгурском, вообще в мире делали. Была тогда огромная популярность, да, мы ездили, зарабатывали хорошие деньги на этом. И, значит, как-то я делал уйгурскую вечеринку. И тогда собралась вот с уйгурской тематикой, да, вечеринку, это собралось 5000, ну, около 5500 молодежи уйгурской. И вот после этого ко мне пришли ребята Союза уйгурской молодежи Казахстана. Я, если честно, даже не знал, что есть такая организация, не знал, что работает культурный центр тогда, да, вот уйгурский культурный центр. И вот они пришли, позвали, говорят, ну, ты, как у тебя получается организационные данные есть, получается хорошо работать с молодежью, пойдем с нами. Ну, я тогда почувствовал, что, в принципе, можно же сделать что-то и выше, чем просто, да, там, устраивать там гулянки для молодежи или еще что-то. И я вступил в ряды обычным рядовым членом Союза уйгурской молодежи Казахстана. Оттуда и началось, потом я стал заместителем председателя отдела культуры, когда это был Ринат Зиратов из группы НУР, очень хороший человек. Далее стал заместителем председателя, потом сам не понял, как стал председателем, вышел в уйгурский центр. И вот, соответственно, что в Ассамблее народа Казахстана, уйгурский центр является структурой Ассамблеи народа Казахстана. И когда там надо было показать активно молодежь, именно это подтолкнуло меня вступить в ряды Ассамблеи народа Казахстана. Потому что там я тогда как-то попал на первый съезд Ассамблеи народа Казахстана с участием Султана Абишевича Назарбаева, тогда, в то время он был председателем Ассамблеи народа Казахстана, так же, как и президентом. И я увидел очень много активной молодежи там, с турецкого, с корейского, с чеченского и других центров. А тогда я был просто гостем. И я обратил внимание, что там нет представителей уйгурской молодежи. И они обсуждают очень важные такие политические темы, политические вопросы по развитию молодежи, в том числе и молодежи своего этноса. И тогда я серьезно задумался, ну, в принципе, необходимо быть там и как бы делать правильные вещи для развития уйгурской молодежи, потому что уйгурская молодежь должна быть также интегрирована в общество. И благодаря этому и сама молодежь будет расти, у нее будет и карьерный рост, и у нас будет очень много талантливых и представителей, они у нас есть, да, но они вот, например, сами по себе, вот как вот приходил недавно гость, да, вот в вашу передачу, да, которого сейчас дальше будет сниматься, вот как бы он уйгур, занимающийся активно, да, карате, тренер, у него есть мастер спорта является, а мы о нем мало слышали. Да. Вот мы должны такую молодежь нашу продвигать, показать, что они вносят вклад в развитие Казахстана, вклад в развитие своего этноса, да, являясь его представителем. Вот поэтому я вступил в Ассамблею народа Казахстана, представлять уйгурскую молодежь. Рустам ага, вы сами пришли к этой позиции или кто-то подтолкнул вас? Ну, не скажу, что, конечно, там я там один, сам все, есть, конечно, люди, которые поддерживали. Но я вам скажу, что в основном помогает туда попасть, это трудолюбие. Причем, знаете, я уже занимаюсь уже активно общественной деятельностью 12 лет, делаю это абсолютно бесплатно вообще. Вот некоторые говорят, что вы в ассамблее гребете лопатами деньги, еще что-то, да, воруете деньги. Там нет бюджетов для членов ассамблеи. Мы не зарабатываем, мы не получаем деньги какие-то, знаете, там на проведение мероприятий. Вот мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, рядовые, и представители на культурных объединений. Да, там выделяются гранты какие-то, но мы лично их не берем. Мы вся наша работа идет за счет личных средств, за счет меценатов. Как изменились вы после выступления в Союз уйгурской молодежи?
После вступления в Союз уйгурской молодежи Казахстана, я скажу, конечно, мое мировоззрение сильно поменялось. Очень сильно, особенно за 10 лет работы. Ну, во-первых, тут, скажем, у меня был и такой переходной этап возраста, да, когда ты там с 20 переходишь на 30, да, и я вам скажу, мировоззрение сильно меняется. То есть, если раньше меня интересовала только уйгурская культура, да, там уйгурский шоу-бизнес, да, я же говорю, мы на нем неплохо зарабатывали, несмотря на то, что это было всего лишь хобби. Я все это оставил, потому что, знаете, поменялось мировоззрение, я понял, что можно делать более полезные вещи для нашего этноса, продвигать нашу молодежь, трудоустраивать. Например, за период моего правления в Союзе уйгурской молодежи мы трудоустроили более 800 представителей молодежи нашей. Вот 800 человек. Из них некоторые выросли, знаете, вот в этих компаниях они там, ну, исполнительными директорами стали. Потом мы провели большую профориентационную работу, провели очень много благотворительности, немало детей отправили за рубеж, да, тем, кто, ну, они онкобольные, да, это опасная болезнь, которая приводит к смерти, не дай Аллах, конечно же. Вот, и даже таким детям мы собирали средства, отправляли их лечиться за рубеж. Это большие средства, это шли деньги, такие, знаете, сборы, которые от 80 тысяч долларов до 250 тысяч долларов. Ну, это очень большие деньги. Ну вот, и как бы занимаясь вот этими вопросами, да, когда у меня поменялось мировоззрение к тому, что жизнь бумеранг, если ты делаешь добро, добро к тебе возвращается. Поэтому я всегда учу этому нашу молодежь. Все-таки я считаю, что делать мир лучше, достигать целей через добро, через согласие, это лучше, чем через конфликт или войну. А какие советы можете дать нашим молодежи? Молодежи я хотел бы дать, ребят, советы такие: компетентность, профессиональность, трудолюбие. Вот эти, вы должны обладать этими качествами. Надо иметь совесть. Я очень знаю много представителей, знаете, такие, которые немножко как бы ведут себя бессовестно, да, вели себя, и они ничего не достигли в итоге. Поэтому будьте искренними в своих намерениях, искренними в своих желаниях. Вот почему я пришел на Ишлавази, почему мне эти ребята нравятся. Они также работают бесплатно, они делают все это искренне, и они растут, они идут вверх. Поэтому я призываю всех быть образованными, культурными, воспитанными. Почему образованными? Учитывая нашу ситуацию, да, вот именно уйгуров в мире, которая происходит, да, она нелегкая. Об этом не надо молчать. Если проблемы есть, о ней надо говорить. Поэтому мы не являемся военной державой, да, я всегда говорю, решать все надо через дипломатию, решать все надо через мир, а не через войны и конфликты. Поэтому именно образованная молодежь, поколение, она достигнет цели. Она поможет сохранить культуру, традиции нашего этноса. Я тот человек, который, к сожалению, да, вот, потерял свой родной язык. И поэтому я пришел в уйгурскую среду, потому что, ну, как говорится, наверное, кровь потянула. Я вот общаюсь очень много с уйгурами, работаю с уйгурами, да, потихонечку учу свой язык, учу свой. Раньше я в уйгурской культуре ничего не знал, я честно скажу. Вот так сложилась жизнь. Но сейчас я знаю много. Поэтому, если мы хотим сохранить свою культуру, язык, традиции, обычаи, показать нас этнос с хорошей стороны, в первую очередь мы должны быть образованными, культурными, воспитанными, дальновидными, политически подкованными. Вот именно к этому я хотел призвать молодежь. Не надо никогда идти на конфликты. Все конфликты только умных людей отталкивают от себя. Самагат, скажите, пожалуйста, какова цель молодежной организации Ассамблеи Жастары? Это в первую очередь консолидация всей казахстанской молодежи. То есть, значит, туда входят в ряды, знаете, ассамблея Жастары. Вот я курирую молодежь ассамблеи Жастары в городе Алматы. Работаю активно в ассамблее Жастары, республиканской организации. Да? Вот эта организация создалась в прошлом году, запуск был в этом году, вот в начале года, а началось создание в конце прошлого года по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича, для того, чтобы объединить всю молодежь. И сегодня туда входит молодежь этнокультурных объединений, в том числе и уйгурская. Туда входят молодые врачи, медики, да, преподаватели, предприниматели, новаторы, представители творческой интеллигенции и многие-многие другие. И все они работают единым целым. Главная цель — консолидировать молодежь и укреплять общественное согласие путем разных мероприятий, политических, общественных, культурных, благотворительных. Очень хорошо волонтеры работают в ассамблее Жастары и ряд других мероприятий. Вот вы руководитель команды запускаете акции, как «Возьми под опеку дерево», «Комкор». В дальнейшем планируете дальше заниматься такими акциями?
Да, есть у нас ряд ежегодных акций, вот та же самая акция, как вы сказали, возьмем под опеку дерево, да, там деревья, которые во дворе стоят, за ними не ухаживают, ну и много-много другие акции. Вот сейчас мы провели акцию «Дорога в школу», да, где вот благодаря нашим меценатам предоставили 2000 школьникам, ну, из малоимущих семей, из семей, да, у которых оказалась трудная финансовая ситуация, рюкзаки с канцелярскими принадлежностями на целый год. Вот представьте, это было по Алмате, Алматинской области, это и Панфиловский, Индыщи-Казахский, Уйгурский районы, Талгатский, Карасайский, Илийский, районы города Алматы. И вот подобных акций у нас много, они ежегодные, есть ряд акций, которые по необходимости, да, идут. К примеру, сейчас у нас запускается новая акция «Маленький шаг к большой мечте», где мы будем помогать матерям-одиночкам, которые не могут выйти на работу, потому что у них дома либо дети с ДЦП, либо маленькие дети, да, вот, ну, матери-одиночки, но тем не менее не умеют там или шить, или печь, да, вот мы договорились с меценатами, то есть, если, допустим, она умеет шить, мы идем к ней домой, помогаем ей открыть дома ателье, берем ей оборудование, делаем большую вывеску на ее дом и расклеиваем, наши волонтеры расклеят по району объявление, что вот в рамках социального проекта «Поддержи там мать-одиночку», вы можете прийти и там сшить одежду там у нее, например, да, или там, допустим, если она пекет, мы ей подарим печь, подарим первые там начальные оборотные продукты, она будет петь там самсу или лепешки, еще что-то. Ну, почему именно маленький шаг к большой мечте? Мечта каждого человека быть независимым от чего-то, от обстоятельств. И то есть, когда занимаешься благотворительностью, есть такая хорошая пословица, да, лучше подарить удочку, чтобы постоянно человек ловил рыбу сам, чем давать постоянно ему рыбу. Вот в рамках этого мы хотим помочь этим женщинам стать хоть немного укрепиться, стать независимыми, чтобы они зарабатывали сами и дома, и могли как бы ухаживать за своими детьми сразу. Расскажите о форуме начинающих блогеров. Форум начинающих блогеров вообще это интересная тема. Как вы знаете, что в последнее время в интернете, да, вот социальные сети это такая мощная сила в распространении информации. То есть там ее используют как с хорошей стороны, вот, например, такие как мы, там, как вы, да, ребята, которые там рекламируют акции, призывают там, к единству, да, и там, вот как вы, к укреплению института семьи, там, к правильному образу жизни, да. А есть те, кто ее используют, как бы сказать, на волне хайпа, чтобы поймать хайп, как бы, ну, не в правильном, да, каким-то пессимистичном русле. Вот. И мы хотим создать форум начинающих блогеров и туда привлечь ребят, да, вот таких, как вы, да, как мы, вы, вот, именно те, кто борются за мир, согласие, да, за его укрепление. И эти ребята, допустим, они начинающие, у них там 1000, 2000, 5000 подписчиков. У нас профессионалы, с которыми мы обговорили, да, они, вот, профессиональные блогеры, они будут обучать вот этих ребят, как правильно развивать свой блог, какие практические инструменты использовать, и чтобы они в дальнейшем именно пропагандировали, агитировали ту работу, которой мы с вами занимаемся. Добро, мир, согласие. А как ваша семья относится к вашей деятельности? Ну, как сказать, конечно, я честно, вот видите, я этим занимаюсь круглые сутки. Вот 60, 70, даже иногда 80% в месяц у меня уходит на эту бесплатную работу. Где-то осуждают, ну, да, когда вот какая-то в семье, у каждой семьи же тоже бывают свои вопросы, свои проблемы возникают, да, бытовые проблемы какие-то. Но в целом моя семья, ей очень благодарен, как моя супруга с дочерью, как моя мать, они поддерживают меня, они относятся хорошо, они очень терпеливы, поэтому я бы вот как бы пользуясь этим случаем, да, вот публично хотел бы выразить огромную благодарность, выразить благодарность своим коллегам, друзьям, да, которые меня поддерживают, единомышленникам. Вам большое спасибо, что вы пригласили и освещаете нашу деятельность. Я считаю, что, знаете, люди, которые нас поддерживают, в том числе и моя семья, они тоже вносят свой вклад. Пусть это какой-то немного пассивный вклад, но уже то, что они поддерживают, они с нами одинаково мыслят, они понимают, что для чего это делается, то за это им уже большое спасибо. Они не просто поддерживают, относятся, они вносят свой огромный вклад в это, я бы так сказал. А как вы можете охарактеризовать себя в двух словах? В двух словах? Да. В двух словах, конечно, не скажешь. Но сказать, принципиальный и целеустремленный. Если я ставлю цель, я стараюсь добиваться. А почему принципиальный? Через свои принципы, допустим.
я не хочу, знаете, если когда мне начинают кого-то навязывать или что-то навязывать, я из принципа это не принимаю, если считаю это неправильно, если я считаю, что это не полезно для общества, если я вижу, что кто-то это делает в угоду своих личных целей. Я скажу, вокруг нас собирается общественно-политических деятелей очень много, в том числе и в уйгурской среде, да, которые вот представляют уйгуров, которые преследуют свои личные алчные цели, прикрываясь как бы тем, что они хотят помочь там нашему этносу, помочь Казахстану. Поэтому я тут включаю принцип, поэтому принципиальный, целеустремленный. То есть я поставил цель, допустим, у меня была цель поднять союз уйгурской молодежи так до высоты, чтобы он был участником мероприятий с участием президента, да, чтобы наша молодежь тоже знали о нашей молодежи. Вот, допустим, этого мы добились. У меня была цель собрать молодежь со всей республики, да, чтобы были представители. Сегодня у нас представители по республике 104 активных члена Союза уйгурской молодежи Казахстана. И вот они еще за собой притягивают молодежь, волонтеров. У нас собралась очень огромная команда. И вот была у меня целеустремленность как бы объединить вот эту молодежь, да, вот именно активную в одну команду. Это тоже удалось. Вот в конце сентября мы хотим провести форум волонтеров, да, где наши вот представители нашей этнической группы уйгуры, да, очень много волонтерских организаций у нас самостоятельно работают. Вот мы хотим их собрать, они делают большое добро. Но мы хотим ориентировать, как правильно проводить сборы, чтобы завтра не было вопросов, да, как правильно проводить волонтерскую деятельность, потому что сейчас выходит обновленный закон, парламент принимает о благотворительности и волонтерстве. Они должны вот в этот закон вписываться, чтобы завтра не было претензий. Они делают доброе дело, и мы их должны огородить от недугов. Как вы знаете, сейчас очень много молодых специалистов в различных сферах деятельности. Будет ли от вас поддержка? Если да, то какая? Ну, начнем с того, знаете, к нам часто обращаются, вот вы уйгурский центр, вы обязаны помогать то-сюда. Если честно, законом мы никому ничем не обязаны, ни законодательно, ни с моральной точки зрения, потому что мы не государственный орган, да, не акимат, который обязан помогать. Но мы стараемся это делать по мере своей возможности. У нас нет никакого абсолютного бюджета, да. Вот, например, некоторые этнокультурные объединения, да, там, допустим, от исторической родины своих предков, скажем, да, там, допустим, образно говорю, там, немецкий, да, этот культурный центр получает помощь от Германии финансовую, там, скажем, корейский от Южной Кореи, я образно говорю, да, там определенные там какие-то суммы, да, ну, финансовую поддержку оказывать и материальную. То есть у нас такого нету, мы живем за счет своих средств. У нас меценаты есть, меценаты их тоже можно понять, они имеют возможность, помогают, не имеют возможности, не помогают, все это делается абсолютно бесплатно. Но когда мы видим таких ребят, когда ко мне приходят, например, мы помогаем трудоустройством, где-то мы, знаете, если мы видим, у него есть какой-то интересный стартап, социальный там, или какой-то, ну там, допустим, там экономически полезный, допустим, если мы не можем сами его профинансировать, мы его отправляем на разные площадки, где есть, допустим, инвесторы, да, чтобы помочь. Если это приходит спортсмен, по мере возможности мы оплачиваем ему дорогу, чтобы он поехал, да, там, на какие-то соревнования, да, там, закуп инвентаря. Очень много наши меценаты поддерживают разные спортивные клубы, да, где учатся, ну, где занимается там как уйгурская молодежь, так и казахская, русская, да, талантливые дети. Как бы говорится, в спорте, благотворительстве, в этом нет национальности, есть хорошие, есть плохие люди, есть те, кто помогает, есть те, кто не хочет помогать. И вот мы стараемся таких людей объединять. Да. И помогать по мере возможности. И последний вопрос, чем вы любите заниматься в свободное время? Я всесторонний человек, я меломан, я очень много смотрю фильмы исторические, документальные, да, там, допустим, художественные. Я люблю поход в горы пешком, очень часто это делаю один, там, допустим, в наши Алматинские горы люблю, на разные пики хожу. Я люблю путешествовать, я люблю самосовершенствоваться, я очень много смотрю разных фильмов и читаю разные информации, и неважно, интересно, неинтересно, осваивать что-то новое. Почему? Потому что это полезно в моей работе. Вот, допустим, пришел ко мне завтра человек, вот там молодежный, ну, представитель молодежи активной, да, который занимается, скажем так, ну, там, цифровой деятельностью, да. Но я же должен что-то знать о цифровизации в целом, да, допустим. К нам приходили ребята, например, недавно обращались по криптовалюте. Ну, мало кто знает, но у них был интересный стартап, интересный проект. Для того, чтобы быть с ними на одной волне, мне надо было изучить этот вопрос, понять изнутри. Вот поэтому я стараюсь в свободное время совершенствоваться. Ну и, конечно, я очень много провожу, стараюсь проводить время с своей семьей, с дочерью, да, и ее развивать. Там, допустим, она недавно у меня выиграла, вот знаете, еще Kinder, да, это популярный бренд по всему миру. Она стала лицом Kinder, заняла первое место по республике. Вот стараюсь заниматься тоже семьей в свободное время, это необходимо.
Потому что мы на своем примере, как общественники, должны еще показывать, как надо укреплять семью, надо уделять время своей семье, детям, для того, чтобы укреплялся институт семьи. Вот есть такая проблема в Казахстане, да, вот у нас было зафиксировано недавно, в предыдущие года, рекордное количество разводов среди молодежи. И в том числе там была и уйгурские молодые семьи, понимаете? И для того, вот и мы как общественники, вы это правильно делаете, мы должны показывать пример того, что во всех семьях есть трудности надо преодолевать, надо бороться с бытовым насилием, стараться держать себя в руках. Там мне говорят, там вот иногда мучаешь, умничаешь, там типа мы должны быть мирны, должны быть крепкие семьи, у тебя что, проблемы в семье, у меня тоже бывают проблемы, я честно скажу, я врать не буду, у меня тоже бывают какие-то там ссоры в семье, да, вызванные на бытовой почве, да, на социально-экономическом положении, да, потому что мне часто тоже говорят, вот ты там тебе легко говорить, ты мажор. Вот так мне говорят часто, вот посмотреть на твои фотографии, ты там то катаешься на Ламборджини, то в Дубае, то сюда. Меня приглашают, почему нет? Я не из богатой семьи, я из простой семьи, я с 11 лет работал, я начал свой путь, я работал грузчиком, я продавал соленые огурцы на базаре, я работал на СТО, красил машины, ремонтировал, да, вот у меня такая детство. Я сам оплачивал свое обучение высшее, потому что я прекрасно понимал, что без высшего образования, да, никуда не войти. Это 90-е годы, когда были, да, там поднимали шустрый, кто успел что-то приватизировать, когда был развал Советского Союза, да, там кто был шустрый, тот сегодня богатый. То, что успел рвать. Но сейчас время поменялось. Сейчас будут только образованные люди идти вверх. Поэтому все свое свободное время, как и я сам, я призываю молодежь совершенствовать свои знания. Укреплять свою семью, укреплять, быть своими друзьями, заниматься чем-то духовным. Да, не поддаваться, вот сейчас сильно, вот даже было 1 сентября послание президента Казахстана, где он сказал о проблеме синтетических наркотиков, да, очень много молодежи подвергается этому, из любопытства попробовать, да, им даже бесплатно дают, подсаживают, и много очень инструментов, да, когда призывают молодежь там, чтобы, как бы они подвергались наркотикам, да, чтобы они пробовали их и потом, как говорится, подсаживались на это. И с этих распространителей, как бы это, конечно, плохо не звучало, и есть те, кто, уйгурская национальность, которые распространяют, мы должны бороться с такими. И они травят так же, как и всех казахстанских детей, так и наших детей, нашей этнической группы. Поэтому вот не поддаваться там клубам, гулянкам, наркотикам, да. В клубах тоже можно. Я сам делаю уйгурские вечеринки, но я их делаю без алкоголя. Собиралось 5000 уйгурской молодежи, представляете, да, 5000 гуляют, и за вечер не было ни одной драки. Это говорит о том, что можно же собирать молодежь так, чтобы она цивильно гуляла. Да. И благодаря этому, я сказал, мы еще наоборот даже пригласили, объединили молодежь. Поэтому я призываю заниматься всегда чем-то полезным для себя, для общества. На это тратить время. Не тратить время на пустое, то, что завтра не будет нужно. Рустам ака, бүгін келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәрәсіміне жетті. Әзіз қарындашлар, яғни Рустам акамыз қойған сауалдарыңызға болса, астыға инкас қалдырып кетіңіздер. Рустам акамыз әлбетте жауап береді сізге. Рахмет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.